Это актуальное интервью в студии. Петр Васильев, здравствуйте. Программа долгосрочных сбережений – это новый сберегательный продукт. Он позволит гражданам создавать подушку безопасности на будущее или получать дополнительную прибавку к пенсии. Об одном из инструментов финансовой стабильности мы сегодня поговорим. Гостю на студии Светлана Стародубцева, начальник управления развития и активации продаж департамента АО НПФ «Газфонд. Пенсионные накопления». Светлана Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте коротко с теорией, почему, я думаю, многие пока еще не в курсе, что такое программа долгосрочных сбережений. Это новый сберегательный продукт, абсолютно уникальный в нашей стране. Аналогов абсолютно нет на финансовом рынке. Предназначен для любого гражданина Российской Федерации и предоставляет максимальный перечень преимуществ практически для любого из наших граждан. То есть это и софинансирование от государства, и определенные гарантии, максимальная защита капитала, и налоговые преференции, ну и, собственно, дополнительный инвестиционный доход. Ну и одно из преимуществ данной программы – это возможность перевести свои накопления в части накопительной пенсии. Как вот если мы говорим про софинансирование государства, давайте немножко про это поговорим, как определяется размер и вообще что за софинансирование. Да, здесь такой есть особый момент. Софинансирование доступно каждому гражданину вне зависимости от его социального статуса и, соответственно, от уровня дохода. Все достаточно просто. При доходе до 80 тысяч рублей, соответственно, это доступно и действующим пенсионерам. К 1 рублю от государства гражданин добавляет 1 рубль собственных средств. При доходе от 80 до 150 тысяч рублей к 1 рублю от государства гражданин добавляет 2 собственных рубля. При доходе свыше 150 рублей к 1 рублю от государства, собственно, 4 рубля собственных. Софинансирование у нас распространяется только на личные взносы, но не на часть накопительной пенсии, которую гражданин может перевести в программу долгосрочных сбережений. А какую часть можно перевести накопительной пенсии? Всю часть, то есть 100% Все, что накопительной формировалось у каждого гражданина до 2014 года, соответственно, каждый из нас, мы с вами можем распорядиться своей будущей, грубо говоря, пенсией и присоединить ее к программе долгосрочных сбережений. То есть не надо ждать определенного возраста, как, допустим, есть же предпенсионные пороги, когда все формируют свои пенсионные активы. Можно вот и в 25, и в 30, и в 40. Ну, не совсем так. Нет? Право на назначение выплат в программе долгосрочных сбережений наступает при достижении для женщин 55 лет, для мужчин 60 лет. Соответственно, либо через 15 лет срока действия договора, если гражданин оформил в довольно молодом возрасте. Какие еще условия программы долгосрочных сбережений предлагаются? Вот про инвест-доход тут особенно интересно, каким он может быть? Инвестиции вообще в нынешних реальных тема очень. Да, инвестиционный доход – это особый нюанс и условия, которые будет отличать в настоящее время один негосударственный пенсионный фонд от другого негосударственного пенсионного фонда. Потому как такие параметры, как софинансирование, налоговые преференции и защита от государства, это общеустановленные параметры, и ни один из НПФ не может менять эти параметры. А вот с точки зрения эффективности управления портфелем своих вкладчиков здесь НПФ друг от друга будут отличаться. Мы за 2024 год получили доходность 15% на счета клиентов, соответственно, и на этот год мы планируем показать все-таки доходность не ниже заявленной в 2024 году. Ну, 15% это очень неплохой показатель. Это хороший показатель для пенсионных резервов. Светлана Васильевна, как оформить договор, чтобы вступить в программу долгосрочных? Все очень просто. Либо через сайт фонда, либо, собственно, через офис банка. Наш флагманский банк-партнер в Республике Якутия – это Газпромбанк. А если говорить о документах, что необходимо предоставить? Паспорт и СНИЛС, больше ничего не минимальный нужно. пакет, совсем прям минимальный. И самое главное – желание. Желание сформировать для себя подушку безопасности на будущее. Какие еще преимущества дает участие в программе, какие виды вкладов в целом предлагаются? Насколько я понимаю, пакет там при таких условиях достаточно обширный.
Да, конечно, вот в «Газпромбанке» есть отдельный вклад, да, безусловно, комбинированные перспективные сбережения. То есть при оформлении программы долгосрочных сбережений банк предоставляет особые условия, более повышенную ставку, ну и дополнительные преимущества со стороны банка. Мгм. Что для вкладов нужно? Паспорт. Опять же, только паспорт. Паспорт Никакой и желание. бюрократической волокиты, Да, как совершенно говорится, верно. как мы привыкли. В программу, как мы уже раньше сказали, долгосрочных сбережений можно перевести все свои пенсионные накопления. Давайте об Да. этом подробнее. Есть ли какие-то риски и подводные камни? Здесь нет. Но все-таки тема пенсии очень щепетильна Да, для согласна. многих. Когда очень много людей очень долго работаешь, хочется все-таки, как говорится, не остаться с разбитым корытом. Ну, здесь нужно разделять, да, страховая пенсия – это неприкосновенный запас на будущее, а есть накопительная пенсия, которой каждый гражданин может распоряжаться, у которого эта пенсия есть. Соответственно, здесь нет рисков, это все-таки пенсионные резервы, неприкосновенные. Отрасль и в целом сфера негосударственных пенсионных фондов серьезно контролируется со стороны Центрального банка и Минфина Российской Федерации. Светлана Васильевна, это вот мы сейчас говорим о пенсионерах, которые работают и уже получают, допустим, работает и получает пенсию. Можно ли вот категории такой граждан перевестись в НФПФ? Если уже гражданин назначил себе выплаты накопительной пенсии, то, конечно же, перевести остаток неиспользованный в программу долгосрочных сбережений нет такой возможности. Возможность перевести накопительную пенсию в программу долгосрочных сбережений есть только если накопительная пенсия не назначена. То есть вот в преддверии, так сказать, Мы с вами можем перевести. пенсионного возраста. Да. Хорошо. Тогда мы с вами, наверное, и будем переводить. Светлана Васильевна, можно ли получить налоговый вычет Можно. по вашей программе? Да, Как можно это сделать? повышенный налоговый вычет И, получить. если что, я, насколько понимаю, ваши специалисты могут и его помочь оформить. Да, безусловно, с этого года негосударственные пенсионные фонды присоединились к упрощенной схеме получения налогового вычета от ФНС России. Соответственно, мы уже протестировали наш функционал и передали все данные за 2024 год для возможности получить налоговый вычет нашими клиентами. Боюсь спрашивать, что нужно для налогового вычета. Опять же, Все паспорт. очень просто. Нет, на самом деле достаточно зайти в личный кабинет налогоплательщика, ознакомиться с сформированным уже предзаполненным заявлением на вычет, подгрузить в заявление реквизиты, на которые гражданин хочет получить вычет, и, собственно, подписать. Светлана Васильевна, в заключение. Я понимаю, что тема НПФ для кого-то очень нова, для кого-то рискована, но тем не менее, давайте еще раз донесем до наших зрителей, для тех, кто собирается только вступить в эти программы, для тех, кто собирается оформить пенсионное накопление в НПФ, почему это не страшно, что это за звери, с чем его едят. На сегодняшний день это один из самых защищенных финансовых инструментов, который, по сути, не просто так появился в нашей стране, да, а все-таки по поручению президента Российской Федерации и разработан Центральным банком и Министерством финансов Российской Федерации. Уровень защиты средств граждан и уровень контроля и, опять же, преимуществ, которые заложены в этот продукт, максимальный. То есть беспокоиться не о чем. Светлана Васильевна, я благодарю вас за интересную беседу. Радует, что появляются такие инструменты все больше и больше. Уверен, что граждане будут активно включаться в эту программу. Спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо. Это было актуальное интервью. До встречи.